собрались сегодня с тем, как отзначить знаменальную дату у в истории всего света, в истории Беларуси, в истории правоабаронцев белорусских и вовле громадян, якія хотели демократичных зменаў в Беларуси. Это 70-годие принятия всеагульной декларации правов человека. Месяц тому я Олесь Беляцкий, старшыня правоабарончага центра «Весна». Месяц тому мне довелось быть на сусветным конгрессе правоабаронцаў в Париже, и я находился в этом палаце, где принималась эта всеагульная декларация. Ну и мне было приятно. Але великую роль у принятия декларации отыграла Международная федерация правов человека ФИЧ, и в приватности Франция, которая предоставила свою пляцовку для меркования декларации, для подписания этого документа. Тому на сегодняшней импрезе первое слово будет иметь амбассадор Франции, господар Дидье Канес. Пожалуйста, Сильва Плех. Сегодня в этом пространстве территория права, пространстве, которое призвано стать местом дискуссий, образования, распространения культуры прав человека, место свободных интеллектуальных дебатов и размышлений, духе уважения и терпимости. Собранием для тех, кто в Беларуси борется за соблюдение демократических свобод и прав человека. В этот день, 10 декабря, 70 лет тому назад, в Париже, во дворце Шалю, Генеральная Ассамблея Объединенных Наций приняла всеобщую декларацию прав человека, провозгласив таким образом на руинах Второй мировой войны идеалы свободы, демократии, справедливости и достоинства для народов пяти континентов. Впервые в истории нации всего мира обязались вершить тожество всех гражданских, политических, социальных и культурных прав для каждого человека. Объединенные нации провозглашали неотъемлемый, взаимозависимый и универсальный характер этих прав. Это означало, что все государства обязались, чтобы ни один человек не был лишен своих прав, чтобы они имели одинаково важное значение и применялись везде во всем мире. Мир значительно изменился с 1948 года. Тем не менее, идеалы всеобщей декларации, отраженные в международных правовых конвенциях, являются для многих стран мира, включая и страны Европейского континента, целью, которую еще необходимо достичь. Действительно, еще многое предстоит сделать, чтобы уважение прав человека стало всеобщим. К тому же, мы должны быть бдительны, чтобы суметь противостоять попыткам поставить под сомнение универсальность прав человека от имени религии, культуры или так называемых традиционных ценностей, которые чаще всего просто служат алиби для притеснения. Права человека универсальны, как универсальны страдания под пытками. Права человека универсальны, как универсальное чувство несправедливости, когда попирается правовое государство, свобода слова, свобода ассоциаций и мирных собраний, или когда власть обособывает выбор избирателей. Права человека универсальны, как универсально унижение и страдания людей, явившихся жертвами дискриминации по расовому признаку, по цвету кожи, по религиозному признаку или по их сексуальной принадлежности или ориентации. Прежде чем закончить, позвольте мне отдать
дань уважения тем, кто в Беларуси борется за соблюдение прав человека. Ваша смелость восхищает, так как ее необходимо иметь, чтобы не уступить запугиванию и давлению. Некоторые из вас заплатили свободой в борьбе за справедливость и за человеческое достоинство. Франция с вами. Вручение премии Французской Республики 2018 года за вклад в защиту прав человека белорусскому правозащитнику господину Леониду Судоленко – это доказательство внимания, которое моя страна уделяет тем, кто борется за то, чтобы идеалы, провозглашенные всеобщей декларацией прав человека, воплотились однажды в жизни Беларуси. Дякую великий, merci beaucoup. Ну и несколько слов зараз скажу я. Для нас всеагульная декларация правового человека, сапраўды для белорусских правоабаронцаў это не пусты документ, и он багато что значит, и мы фактично свираем всю свою деятельность, все свои намагання, все свои імкнення, всю свою стратегию, будуючи на нескольких основополагающих документах, галоўным з якіх является как раз декларация. Но скажу, что это все было не так просто и зразумело, как теперь, бо еще в советские часы, в часы СССР, она была закрыта, она была недоступна для звычайного советского человека. И впервые мы прочитали декларацию только в конце 80-х годов, когда она была надрукована в газете «Литература и мастацтва» в 88-89 году, зараз не памятаю, великим накладом довольно, больше за 20 тысяч экземпляров. И она тогда широко пошла по Беларуси, и люди читали ее новыми очима, свежими очима. Это был новый документ, якому уже было на той час фактично 40 годов. Але для нас это был новый документ. И размовляючи з белорусским диссидентом Михасем Кукабаком, он рассказывал такую историю. Когда в 1976 году он вернулся в Бобруйск с психушки, где он уже сидел 6 годов за правооборонную деятельность, и он жил в интернате, и он на стенку себе повесил текст декларации, вот, в интернатовском над ложком, портрет Петра Григоренко, портрет Сахарова Андрея и икону. Вот. Но скончилось это тем, что его хутко отправили в Могилевскую психбольницу, и когда он вышел оттуда, то под расписку его снова пустили в этот интернат, что он не будет вешать декларацию на стенку у себя над своим ложком. И он дал расписку, что он это не будет делать. Иначе бы его просто там не прописали и снова не заселили. Вот такая доволі, такі документи, які будуть певний час і багато, довгий час секретним для білоруського громадства. В колонии в Бобруйску, знову ж, той самый Бобруйск, где знаходився я 5 годов тому, декларация висела на веровочке в нашем отряде, и она там висела таким документиком. Каждый, кто захотел, мог его раскрыть, поглядеть, но, конечно, никто с зэков этот документик не раскрывал. Вот она висела и висела, эта декларация. Но это говорит про то, что фактично на сегодняшний день влады выхолостили из места этого документа, и по великим рахунку просто люди не воспринимают декларацию как некий свой документ, реальный документ, по якому будуется наше життя. У нас есть декларация о правах человека, у нас есть Конституция, у нас есть священники, добрые законы, но они абсолютно не сутыкаются с реалиями нашего життя, и люди просто расчаровались тем, что в эти документы имеют реальную коштовность, реальную значимость. И, конечно же, наша задача довести нашим громадянам, что декларация – это живой документ, на які вони можуть опиратися, до якого вони можуть звертатися і апелювати у визначенні своїх правов і свобод.
Литерально пару дней назад померла легендарная российская правооборонца Людмила Михайловна Алексеева, и мы багато хто з тих, хто займається правами чоловіка в Білорусі, особисто знайомі з нею. Вона приїжджала сюди в 2010 году, 2011 году, після ось цих розгромів, коли багато людей сиділо в тюрмі, вона зустрічалася з свояками і родними тих політичних зневолених, які сиділи в тюрмі. І Людмила Алексеєва написала ось літерально вже перед своєю кончиною текст, присвячений сьогоднішньому дню, где она написала такую фразу, что все минулые десятилетия мы, по мере мающих у нас сил и талентов, працевали над тем, как эта важная декларация наполнилась реальным зместом, стала частью культуры и политики, была оборонена законами и институтами, вросла в наше повседневное життя. Ну, фактично, это то, что мы и далее притягиваем робить, спробуем эту декларацию зробить повседневным документом для белорусских владов, белорусского громадства, з тим, щоб ті принципи, які обвішані в декларації, все ж таки войшли в наше життя. Мы до конца не осенсовываем то, что декларация была принята в 20-м столетии, 48-й год, это год еще основания колониальной системы, это год, когда в Белоруссии во всем СССР свирепствовала сталинщина, тогда про права человека в Богле никто слова сказать не мог. Это были часы вельми свирепые, в той час она была таким документом на вырос, на будущее. І ми бачимо, що ось пройшло 70 років, но багато з того, що написано в декларації, досюль з'являється до нас ще мари, то, до чого ми не досягнули, до чого нам треба імкнутися. Декларація з'являється кутнім каменем для всіх правооборонців світу. І у здійсненні цих постулатів декларації терпять, переслідуються наші колеги, правооборонці, які оборонять соціальні прави, які оборонять прави на чисте повітря, чисту землю, на екологію, які оборонять політичні прави, які оборонять прави меншостей. Насамрэч, отряди правооборонців, шереги правооборонців, вони великі, вони доволі великі. І ті, хто терпять, ті, хто змагаються, вони з'являються не ахвярами, не з'являються героями здійснення принципів правов чоловіка. І сьогодні я згадаю прозвище ще 4 чоловік. Це Михаил Жемчужний, білоруський правооборонець, який зараз знаходиться у колонії, ось уже 4-й год. І він один і політично зневолений в Білорусі. Ми уже несколько годов потребуем его вызволения, змагаемся за это, на жаль, поки що він зараз знаходиться в вельми тяжких умовах утримання і знаходиться у зневоленні. Поки Михаил Жемчужний сидить у зневоленні, ми не можемо сказати, що в Білорусі нема політичних зневолених. Вони є. Наступне прозвище – це Олег Сенцов, український режисер, який зараз знаходиться в російській турмі, який опинився там після конфлікту в Криму. Ось, і так само з серйозним обвинуваченням, з різним терміном. Чоловік, який тримав голодовку, зараз фактично амаль не до смерті дійшов. І його визволення так само є для нас пріоритетом. Наступний правооборонця – Аюб Титиев. Ось, это чеченский правооборонцы, Апошний Смоякан, их там уже амаль не засталось, ось он уже амаль год знаходится в тюрмі, зараз відбувається суд над Аюбом, і ми так само сподіваємося, що він буде визволений, бо він був осуджений за свою правооборончу діяльність. Ну и опошнее прозвище – это Набил Раджаб, это правооборонцы с Бахрейна, наш сябра и коллега по Международной Федерации правов человека, який зараз знаходится в зневоленні, який був осуджений за твіттери, значить, то, що він писав, значить, твіттери, які не сподобалися владам Бахрейна. І ми сподіваємося, що він так само опиниться на волі. Гэты шераг, гэты ряд можна притягувати, ще й притягувати, но тим не менш
Я думаю, что это прозвище является для нас, для меня особисто такими вельми важными. Мы переконані, що нам треба повеличувати правооборонцям свою присутність в едукації, культурі, в освіті, протягувати традиції великого Василія Быкова, былого старшини Белорусского Гельсінського комітету, який вельми високо цінив декларацію, і у якого тема правових свобод чоловіка в публіцистиці завжди займала значне місце в кінці 80-х, початку 90-х років. Нам треба сприяти процесу трансформації в громадстві, сприяти просовуванню ідей гуманізму, толерантності, поваги до правового чоловіка. В деле этой меты при допомозі Белорусского дома правового человека ім'я Бориса Звоскова и правооборонного центра «Весна» мы очиняем новую вот эту осветницко-адукаційну пляцовку «Територія правов». Адмініструвати пляцовкою буде установа «Територія правов». Ось і будемо сподіватися, що ця пляцовка буде допомагати ідеям правового чоловіка, демократії в Білорусі узнятися на трошки більш вищий рівень. Пляцовка буде предоставлятися безплатно всім правооборонним організаціям, ініціативам, іншим неурадовим організаціям, які займаються обороною правов чоловіка, які займаються обороною правов уразливих групів. Для проведения она будет предоставляться для проведения круглых столов, семинаров, встреч, дискуссий на тему правового человека. Мы сподіваємося, что наши намагання всех белорусских правооборонцев, всех необов'язкових людей дадут, врешті-решт, добрый вынік. Конечно, мы идем не так хутко, как нам хотелось, але коли поравнать ситуацию с тем, что было у нас там 20 годов, 30 годов, то зараз все ж таки трошку легче. Может быть, про 20 годов стане ще трошку легче. Значит, я всех вас віншую з сьогоднішнім днем, з святом, 70-годдям прийняття Всеогульної декларації правового чоловіка. И хотел бы передать слово Олегу Гулаку, старшині Белорусского Гельсінського комітету. Он зараз еще подъезжает, тому, коли ласка, наступная у нас Наталья Маньковская, яка представляє ініціативну групу «Ідентичність і право». Коли ласка, Наталья. Всього у нас буде 4 виступовці. Значить, Наталья, і потім Олег, а потім уже сама... Ні, потім премія. Ще до вина некий час. Добрый день, спадарство. Я буду намагаться быть вельми короткой, как не вельми замінати ваш час і хутчэй перейти до премії, яка яшчэ уяўляе собой некую крыгу сёння. Я вельми рада выступаць сёння і вельми удзячная за гонор, які арганізатары гэтай імпрэзы далі мне, тому что гэта адно з першых моих публічных выступленняў перед шановнай публікай правоабаронцамі. І я сёння раскажу штось вельмі асабістае, што для мяне значыць Всеагульная декларацыя правоў чалавека. Гістарычны экскурс, які спадар Алесь нам даў, конечно, гэта вельмі важна, і для мяне вельмі важна гэта гістарычная перспектыва, калі мы кажам, што 30 гадоў таму было штосьці горш, зараз мы прыходзім да чагосьці лепшага, таму што вельмі цяжка зразумець, дзе мы зараз і куды мы рухаемся, калі ситуация с правами человека, на первый погляд, не вельми добрая в нашей краине и не полепшается. Але, когда мы кажем про Всеагульную декларацию правов человека, в первую чергу для меня, как для человека, который обороняет правы меньшинства, правы ЛГБТ-людей в Беларуси, это про всеагульность. Это про то, как впервые в 1948 году мы все зразумели, те, кто жили у те часы, что правы человека это не что-то такое для некой привилегированной группы, не для
белых мужчин сярэдняга або вышэйшага класу, як гэта было да гэтага, не для людзей, якія жывуць у асобных краінах, а ў іншых краінах, пэўна, нейкія іншыя стандарты, гэта іх асобная, унутраная справа, як ім там абухаюцца са сваімі грамадзянамі. Не, гэта штосьці універсальнае. Гэта ўсё пра кожнага і пра кожную, незалежна ад пола, сексуальнай арыентацыі, расы, цвета скуры, нацыянальнасці, веравызнання. Гэта для ўсіх людзей, незалежна ад таго, гэта чалавек такі добры і законапаслухмяны, або гэта злачынца, які сядзіць у турме. І гэта, мне здаецца, быў вельмі вялікі крок наперад. Конечно, с принятием этого документа нельзя сказать, что все изменилось одразу и до лепшего, потому что в те часы иснавала расовая сегрегация в Соединенных Штатах, в те часы иснавала великая проблема с громадянскими политическими правами у Советской Связи, у інших країнах Усходнього блоку. Я уже не кажу про країни, наприклад, Африки, які в ті часи вельмі пакутавалі ад парушэнняў правоў чалавека. Але гэта тое, што дало нам нейкі падмурак для нашай сённяшняй працы і тое, што дало нам магчымасць рухацца наперад. І я бы зараз працытавала артыкул 7 Дэкларацыі правоў чалавека, на якім мы грунтуем наша менавіта арганізацыя грунтуе сваю працу. Усе люди роўныя перед законом и имеют право без всякого адрознення на ровную оборону закона. Усе люди имеют право на ровную оборону от будь-якой дискриминации, якая порушает эту декларацию, и от якого не было подбухтовання до такой дискриминации. Ну, на жаль, в нашей краіне гэтае разуменне яшчэ павінна прыйсці да дзяржаўных асобаў і да нашага грамадства. Мы для гэтага працуем. І, на жаль, усё ж таки в нашай краіне яшчэ не прынятае антидискрымінацыйнае заканадаўства, для якога мы і нашыя калегі і каляжанкі працуем. Але мне вельмі прыемна, што у сваёй працы я рэгулярна сутыкаюся з тым, што простыя людзі, калі мы кажам пра дыскрымінацыю ЛГБТ ці іншых меншасцяў, рэгулярна успамінаюць і пра гэтыя стандарты, и про то, что дискриминация заборонена некими международными документами. И наприкінці я хочу згадати того чоловіка, яка з'являється для мене менавіта рольовою моделлю і яка зробила шмат у своїм політичним і громадським житті, як ця декларація, від ідеїв і ідеалів, які вже вітали якийсь час у громадстве, стала речаісністю і неким доволі серйозним документом. Гэта Элеонора Рузвельт, першая леді США, яка стала більш, чим просто жонкою президента Рузвельта, яка, будучи чоловіком привілеяваним, жанчиною, білою жанчиною з вищого класу, з вельмі багатай і привілеяванай сям'і, палітикаў, усё сваё жыццё прысвяціла таму, каб абараняць тых, хто не меў гэтых прывілеяў, афраамерыканцаў, працоўных, ахвяраў вялікай дэпрэсіі, якая яшчэ ў 1939 годзе дамаглася таго, як чарнаскурая спявачка, якой адмовілі выступаць у Вашынгтоне ў канстытуцыйным зале за яе расавай прыналежнасці, змагла ўсё ж такі спяваць на прыслупах мемарыяла Лінкальна. І гэта насамрэч вялікае дасягненне. І тое, што яна сама з'яўлялася не толькі адной з прадстаўнікоў большасці, але і прадстаўніцай меншасцяў, то бок і жанчынай, і не гетерасексуальнай жанчынай, у якой быў роман з таксама выбітнай журналісткай таго часу, гэта робіць, гэта вельмі натхняе, і гэта вельмі вялікі знак для нас усіх, што ўсе мы, незалежна ад нашых характарыстык, можам рухацца наперад і дасягаць нашых мараў. Напрыканцы я прывяду яе цытату. Робіце тое, што ў глыбіні душы вы лічыце правільным, бо вы ў любым выпадку падвергнеце сакрытасці. Вас будуць праклінаць, калі вы будете дзейнічаць.
вас будут проклинать, и когда вы будете сидеть, склавши руки. Тому я желаю усім нам, колеги і колежанки, натхнення і кохання. Дякую. Значит, у нас там гололед, и Олег спозняется гулаг, тому, значит, мы переходим, не чекаем, семеро одного не чекают. Мы переходим до другой частки, и он долучится до нас в неформальной части. И я запрошаю сюда Анну Герасимову, Анна Переласка. Директор Дома правового человека имя Бориса Звоскова, Анна Герасимова. Добрый вечер, коллеги, сябры, партнеры. Сегодня, дарэчы, у нас в этом году 10 годов не только, не 10 годов, юбилей не только у декларации правов человека, не только у декларации правооборонцев, якой в этом году исполняется 20 годов, але так само 10 годов исполняется правооборончей премии, якая вручается в год с 2008 года. Премія стваралася спачатку правоабарончым альянсам, потым з цягам часу яна пашырылася, і сёння ў камітэт прэміі ўваходзіць 9 беларускіх праваабарончых арганізацый. Я буду крыху тут у меня подказки, каб нікога не забыць. Гэта сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў, Беларускі дакументацыйны цэнтр, Беларускі дом правоў чалавека імя Бориса Звоскова, Беларускі хельсінскі камітэт, грамадская ініцыятыва супраць беззаконня ў судах і пракуратуры, камітэт «Солидарность», правоабарончы цэнтр «Весна», правовая ініцыятыва і цэнтр правовой трансформации. Кожны год прэмія вручаецца па 3 номінацыях. І я б хацела пачаць з прадстаўлення лаўрэатаў, номінантаў, не лаўрэатаў, номінантаў першей номинации. Это номинация правооборонца года. В этом году у нас в шорт-лист премии трапили 3 правооборонца. 4. Два человека делят одну шашку в этой номинации. У премии в шорт-лист трапили в этом году Наста Лойка, юристка и правооборонца, якая працуе сёння у новой, уже не такой новой, але молодой организации Human Constanta. Ранее, может быть, вы ведаете, что Наста працавала в правоабарончым центре «Весна». Наста занимается правоабарончай деятельностью 2008 года. И основные темы административных и криминальных расследований, свобода сходов, справедливый суд, полизневоленный, громадянский контроль, правы мигрантов. Пришла я на свою працу з комітету «Солидарность», потім працювала в «Весні», і ось зараз вона працює в Human Constanta. Наста так само была активной распрацоўшчыцай беларускай часткі праграмы «Правы чалавека на пальцах», а так само адукацыйнай праграмы «Грамадскі кантроль, тэорыя і практыка» ў рамках праваабарончага цэнтра «Весна». Наста одна з арганізатараў кампаніі абароны правоў ціхачоў у Брэсце, і цяпер яна працуе з гэтай тэмай у Human Constanta. Але пачынала яшчэ, калі яна працавала ў «Весне». В свой час Наста узначальвала і волонтерскую службу «Весны», дапамагала ей распрацоўваць і моніторила судовые процессы и массовые акции, консультовала ахвяры парушэнняў правоў чалавека. Другі номінант в этой категории у нас номинантка Ольга Смолянка, юристка, правоабаронца, директорка Центра правовой трансформации «Лотрен», в якім яна працуе з 1996 года. За гады сваёй працы Ольга, якая спецыялізуецца на праве на свабоду асацыяцый, оказала дапамогу больш за 1000 НДА в Беларуси. И ее деяния, дарэчы, привели, паўплывалі, не привели только ее деяния, але моцна паўплывалі на скасаванне рэгістрацыі анонимных ахвяраванняў, на змяненне практыкі ліквідавання установ, скасаванне некаторых норматыўна-правовых актаў, які абмяжоўваюць дзейнасць НДА. Яна таксама робіць актыўнае намаганне ў барацьбе супраць артыкула 193.1 Криминального кодекса Республики Беларусь. Ольга так само займаецца і
адукацыйнай дзейнасцю. Яна зрабіла вялікі ўнёсак у распрацоўку онлайн-курса права некамерцыйных арганізацый у праграму грамадскі аўдыт для некамерцыйных арганізацый разам з асамблеяй НВА і іншыя мерапрыемствы. Третий номинант у нас это Геннадий Федыніч и Ігор Комлік. На жаль, былы старшыня і былы галоўны бухгалтер, калі я не памыляюся, цяпер профсоюза РЭП. Ужо 2 жніўня 2017 года яны былі затрыманыя, абвінавачаны ў невыплаце падатку ў вялікім памеры. Это так званая вядомая справа профсоюзаў. Гэты пераслед быў адназначна прызнаны праваабаронцамі як палітычна матываваны. І праваабаронцы звязалі гэты пераслед з дзейнасцю профсоюза РЭП, а менавіта з актыўным удзелам у барацьбе супраць дэкрэта нумар 3, які ўводзіў фактычна прымусовую працу. Профсоюз РЭП под кіраўніцтвам Геннадия Федыніча распрацоўваў звароты для дармаедаў дзяржаўных органаў, алгоритмы абароны і сваіх правоў і ўдзельнічаў у масавых акцыях протестов во всей Беларуси. В листопаде 2018 года Геннадию Федынічу и Ігору Комліку был вынесен прысуд на 4 годы абмежавання волі і до 5 годов позбавлення часткі правоў, что поставило серьезные перешкоды для деятельности профсоюза РЭП. Белорусские правооборонцы и международные организации однозначно лічаць гэты пераслед палітычным матываваным. И я бы хотела запросить номинантов долучиться до меня, а коли номинанту нема, то може по одним представнику от этих номинантов для ушанування и для обвящения переможцев в этой категории. Это, конечно, доброохотная справа. Я попрошу аплодисментами ушановать. И так само для уручения диплома лауреата хочу запросить по уже сложившейся традиции лауреата премии в номинации «Правооборонца года минулого года» Раису Михайловскую. Ну и уже ко мне принимать интригу далее, я скажу, что в этом году номинацию у нас поделили два номинанты. Это Ольга Смолянка, ну, три, Ольга Смолянка и Геннадий Федыніч и Ігор Комлік. Уже много сказали про номинантов, и от себя лично я хочу поздравить наших лауреатов. Это Ольга Смолянка, которая внесла огромный вклад в развитие права на ассоциацию и на защиту ассоциации в нашей стране. И, конечно, поздравляю Геннадия и Игоря, тоже ваш вклад в защиту прав человека в нашей стране. Вот оценим сегодня, но я думаю, в будущем мы еще более оценим ваши такие змагания за права человека в Беларуси. Дякую, Валерий. Уважаемые коллеги,
великих гонок мы сегодня декларации прав человека отримать такую винагороду. Скажу щиро, это винагорода наша діна, це винагорода всього профсоюзу і тих шарових сябров, які змагаються і будуть змагатися за прави чоловіка. Безумовно, прави ці не є, їх нема. І одної віри сьогодні, що вони колісті для кожного з нас прийдуть, мало. Сьогодні треба і сьогодні, і завтра, і завжди за їх змагатися. І коли говорять, можна сказати дипломатично, що сьогодні, який день? Сьогодні понеділок. А можна сказати, що вчора була неділя. Чи завтра буде вторник. Як ось у правах чоловіка, ми повинні сказати, сьогодні у нас понеділок. І народ стане супротив сили. Правда вийде, як з могили. Добрый вечер. Меня зовут Галина Черепов, я работаю в Центре правовой трансформации вместе с Ольгой Смолянко уже много лет, с Еленой Тонкачевой. К сожалению, сегодня их нет в зале, но мне выпала почетная миссия. Оля меня поручила сказать несколько слов. Ага, я скажу сейчас. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, только рабочая необходимость. Я в числе других участников представляю белорусское гражданское общество и как его часть правозащитное сообщество на форуме гражданского общества Восточного партнерства. Вынудило меня сегодня быть не с вами. Прежде всего я хочу поблагодарить организации, которые номинировали меня и отдали за мою кандидатуру свой голос. Получение награды в номинации «Правозащитник 2018» является очень важным для меня в профессиональном плане. Тем более, что награждение происходит в такой знаменательный день. День, когда во всем мире отмечают 70 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. Не секрет, что чем больше времени проходит со дня принятия этого основополагающего для всех правозащитников, да и для всех людей в целом документа, тем большими современными вызовами сталкиваются права человека во всем мире. Миграционные потоки, международный терроризм, войны. На первый план выходят вопросы стабильности, безопасности. Вместе с тем, только права человека, фиксирующие реальную защищенность и гарантирующие права и свободы личности, могут поступать как коммунистический ориентир развития государств. Мы много делаем, но еще больше должны сделать для соблюдения прав человека во всем мире, так и прежде всего в нашей стране. Ситуация соблюдения прав человека в Беларуси на протяжении многих лет остается неудовлетворительной и очень зависит от геополитических процессов, от электоральных процессов и протестных настроений внутри страны. В Беларуси постоянно нарушаются такие важные права и свободы, как право на жизнь, свобода ассоциации, слова, выражение мнений, собраний, дискриминируются отдельные уязвимые группы. Активно защищать права человека в стране, где ситуация с правами человека на протяжении многих лет системно не улучшается, и часто кажется, что ты просто все время бьешься в закрытую дверь нелегко. Вместе с тем, как сказала один мой коллега, без правозащитников жизнь была бы точно еще хуже и неоптимистичнее. Возвращаясь к номинации, хочу подчеркнуть, что получение этой награды является для меня также фактом признания и важности всех действий, которые направлены на улучшение прав человека. На протяжении многих лет я занимаюсь вопросами свободы ассоциаций, участия в принятии решений. В своей деятельности я редко сталкиваюсь с вопросами взаимоотношений граждан с милицией и другими силовыми структурами. Однако защита свободы ассоциаций является не менее важной, чем, например, защита неприкосновенности частной жизни или свободы собрания. Я еще раз хочу поблагодарить всех за присуждение мне этой награды. Я очень надеюсь, в том числе благодаря нашим совместным действиям, мы ведем к тому, что изменения в области прав человека в нашей стране будут в скором времени носить системный прогрессивный характер. Я, также председатель правления Елена Тонкачева, поздравляю всех присутствующих с Днем прав человека и территории прав и всех нас с появлением новой правозащитной площадки. На наш взгляд, появление новых правозащитных организаций и новых правозащитных площадок в настоящее время очень важно. С уважением, Ольга Смолянко. Спасибо. Другая наша традиционная номинация «Премия правооборонной использованности» – это номинация «Журналист года». В этом году у шорт-лист премии
трапілі Тетяна Кравенкова, журналистка, яка працує в агентстве «Балахан» с 2006 года и является международным оглядальником, пишет на тему правового человека и неодноразово осветляла мероприятия, связанные со справоздачами Республики Беларусь на международных пляцовках, а так само деятельность правооборонцев. Яна так само уносит своими артикулами довольно великий внесок у формирования правооборонной повестки дня, актуализацию питания правового человека и питания просовывания правооборонной темы среди читачей в Беларуси. Татьяна Кравенкова в этом году была одной из фигурантов так званой справы Белта. И як і да інших журналістів примінялися цілком непропорційні ідеї з боку влади. Другий номинант у этой номинации это Ирина Лешина, журналистка, главный редактор информационной компании «Галапан», працує в компании с момента ее основания в 1991 году, поплечница и пераимница засновальника агентства Олеся Липая. Все это так само была ахвярой расследования сбоку ладов и, будучи под следством, открыто выказала негативную оценку деяниям уладу у прессе и сделала публичную заяву об отмове давать показания следующим органам в связи с тиском на інших журналистов, які проходили по этой справе. Ирина Лешина весь час прикладая намагання, как тема порушения прав человека в Беларуси заставалась в информационной стужце «Галапан». Наш третий номинант Александр Тамкович, журналист, письменник, наместник главного редактора щоденника «Свободные новины». У 2001 году створил и очолил газету «День», яка потом была ликвидована уладами. Является автором 20 книг портретов священников, громадских и политических деятелей, постов журналистов. Многие книги Александра Тамковича на правооборонную тематику. У 2018 году Александр Тамкович выдал книгу «Стигма», которая была посвящена проблемам людей с инвалидностью и их борьбе за водное житье. Наразі, які зайшли в книгу, друковались весь час у газете «Свободные новины». И я прошу номинантов так само долучиться до меня тут для участия. Прошу долучиться до нас Галину Абакунчик, лауреата минулогодней премии. Больше не отнимаем интригу. Лауреатом премии в номинации «Журналист года» стала Ирина Лешина. Не прихильник делить людей их справи по гендерному принципу, але у нас так принято лечить, что вот мужность, моц – это характеристики мужчин. Так вот, сказала Ирина, это... Я говорю, что я слышу. Совсем нет. Только я хочу сказать, что гэтые якости характерны для наших женщин. Вот Ирина – это моц, мужность, мудрость. С такими людьми будет у нас и правый человек будет жить, и будет жить в Беларуси. Готовы. Спасибо большое, кто номинировал меня на премию. Это честь, для меня большая честь. Спасибо также всем коллегам и правозащитникам, которые оказывали помощь, поддержку и выражали солидарность журналистам, которые были фигурантами этого совершенно абсурдного уголовного дела. Во
поддержки нам, большинству из нас удалось избежать уголовного преследования, и теперь нужно направить все усилия на Марину Золотову, которую продолжают прессовать, которую хотят довести до суда. Я очень надеюсь на то, что это судилище не состоится в суде, потому что это будет позором для государства. Позвольте мне считать эту премию наградой не только мне, но и Тане Корленковой, Марине Золотовой, Диме Бобрику, Бобрику-Быковскому, Анне Ковригиной и всем другим коллегам, которые преследовались в рамках этого уголовного дела. Я также хочу заверить всех в том, что правозащитная тематика будет всегда в центре внимания информационной кампании «Голоса». Спасибо большое. Ну и опошняя наша номинация – это правооборонная кампания «Инициатива Воли». В этом году у нас здесь трапились две кампании. Первая кампания «Правооборонцы супраць смертного покарания». Эта кампания дзейнічае уже 9 годов, и на протяжении этого часа активисты кампании активизуют питание смертного покарания у Беларуси, пропагандующие идею моратория и полной отмовы от этого покарания. Кампания працует с громадским рекованием и с ахвярами, с семьями осужденных. За час своей деятельности подготовила шмат скаргаў ОАН, и в 7 выпадках Комитет по правам человека ОАН вынес решение, яке зафіксаваў парушэнне Республики Беларусь права на жыццё. Кампания таксама дзейнічае публічна, ладзіць шмат публічных мерапрыемстваў. Это и штогадовы тыдзень супраць смяротнага пакарання, и канцэрты «Рок за жыццё», и акции «Гарады за жыццё». Кампания выдае шмат групаванай прадукцыі, зрабілі некалькі фільмаў, у тым ліку «Прычына смерці прошчык» і «Смяротнае пакаранне», расстрэл і іншыя. С инициативы кампании в 2016 году в Европейском парламенте прошли слухания на тему смяротнага пакарання в Беларуси. Нягледзячы на то, что дагэтуль большасць жыхароў Беларусі падтрымлівае існаванне смяротнага пакарання, ужо бачна, што колькасць такіх людзей паступова змяншаецца. Другі номінант у гэтай номінацыі гэта кампанія супраць будаўніцтва акумулятарнага завода ў Брэсце. Эта кампания распочалась в студзені 2018 года. Падчас кампании жыхары Брэста и области собрали 39 тысяч подписаў супраць будаўніцтва, 3 тысячи подписаў за отставку кіраўнікоў рэгіёна, за то, что яны не робяць нічога, как спыніць будаўніцтва шкодного прадпрыемства. Активисты кампании подали заявки на проведение у районе больше за 30 розных мерапрыемстваў и атрымалі дазвол на проведение только одной акции. 29 красавіка на ўскрайку Брэста адбыўся мітынг «Дзеці супраць свінца», на які прыйшлі 2000 чалавек. З 28 лютага людзі кожны тыдзень выходзяць на акцыі пратэста, і сёння яны адбываюцца пад відам кармлення голубоў. Активисты кампании домоглись вывозу каля 10 тысяч тонн продуктов спаливания свинца с поселка Зеленый Бор Вацевецкого района. Протягиваются и затримания и разные іншие переслед активистов кампании. Дзякуючи кампании супраць будаўніцтва аккумуляторного завода в Бресте и в области была актуализована проблема порушения правов человека. Я прошу по одним, может быть, представнику от компании выйти, долучиться до меня. Можно сейчас попросить, все-таки мы же представляем компанию, хотя бы по одному человеку. Давайте. Да. Полина, можно вас попросить? Вот я хотел бы это пропасть со столом. Нет, будь ласка. Российский.
лауреатаў мінулагодняй прэміі, але з намі ёсць вядоўца цырымоніі мінулых гадоў гэтых прэмій. До недавнего часу президент Белорусского дома правового человека Татьяна Ревяку. Выдадзім апошні сакрэт гэтай цырымоніі. Пераможцам у номинации правоабарончая кампания «Инициатива года» стала кампания правоабаронцаў супраць пакарання. Я хотела сказать, что я віншую кампанию правоабаронцаў супраць народного пакарання и віншую кампанию, якая змагаецца за экалагічныя правы ў Брэсце. Вас выбрали как одних из наилепших у деятельности по обороне правов человека в этом году. Компания «Лауреат» правоабаронцаў супраць народного пакарання, дзейнасць якой за апошнія гады стала вельмі заўважнай, стала вельмі уплывовай, і за часы дзеяння кампаніі значна больш з'явілася людзей, якія падтрымліваюць адмову ад гэтага віда пакарання, і шмат очень фармуюць грамадскае меркаванне і далучаюць да адмовы ад людзей не проста праваабаронцаў, і не толькі праваабаронцаў, грамадскіх актывістаў, журналістаў, але шмат людзей, якім становіцца вельмі важна гуманнасць, развіццё яе і уключэнне больш гуманнасці ў нашым жыцці. І я вас віншую і жадаю, каб у хуткім часе была дасягнутая ваша мэта кампаніі, каб смяротнае пакаранне ў Беларусі было ці адменена, ці як мінімум на яго введзена мараторій. Ну, а калі вы захочаце працягваць і дзяліцца вопытам, каб ваша кампанія пераназвалася «Правоабаронцы супраць смяротнага пакарання ва ўсім свеце». Віншую вас. Смяротнае пакаранне, забойства по закону, гэта жахлівая з'ява, это фактычна сфера, у якой няма нічога светлага, гэта суцэльная чорная пляма. І людзям, якія працуюць у кампаніі супраць смяротнага пакарання, а гэта яшчэ і шмат людзей у рэгіёнах Беларусі, гэта не толькі мы з Андрэем, гэта і маладыя актывісты, валанцёры, даводзіцца сутыкацца не толькі з супрацьдзеяннем дзяржавы, не толькі з гэтай завесай таямнічасці, якая створана вакол смяротнага пакарання, але яшчэ і з неразуменнем значнай часткі грамадства, якое лічыць, што актывісты кампаніі яны абараняюць забойцаў і пішуць розныя кепскія рэчы на сацыяльных сетках ці на форумах. І на гэтым фоне гэтае прызнанне праваабарончай супольнасцю вельмі важнае для кампаніі. Дзякуй за давер. Сябры, я не буду шмат говорить, потому что не заўсёды шмат чаму говорю, але я хочу сказать великий дзякуй пацанікам праваабарончай супольнасці, потому что для нас вельмі важно это признание, потому что гэта дае моцы, силы, энергию, каб рухацца далей у такой непростой и складанай тэмы, як смяротнае пакаранне. Смяротнае пакаранне з'яўляецца адной з найскладанейшых тэмаў у галіне правоў чалавека. І для нас гэта прызнанне сапраўды з'яўляецца таким натхняльным, і вам дзякуй за гэта. Таксама я хацеў бы падзякаваць усім тым, хто дапамагае дзейнасці нашай кампаніі. Мы не организация, мы компания, и в эту компанию долучаются разные люди, якія з'яўляюцца праваабаронцамі, якія не з'яўляюцца праваабаронцамі, журналисты,
прадпрыемствы, якіх тут вельмі шмат. Таксама вялікі вам дзякуй, таму што дзякуючы і вашым намаганням, таму што для вас гэта праблема і гэта тэма, якая з'яўляецца такой, якая турбуе вас, мы таксама вашымі намаганнямі даносім інфармацыю да грамадства. За гэта таксама дзякуй. І я думаю, што калі сапраўды в Беларусі будзе міжнароднае пакаранне, мы тады зможам казаць аб тым, што мы яшчэ больш наблізілись да таго, што наша краіна стала еўрапейскай не толькі геаграфічна, але і стала еўрапейскай з пункту погляду каштоўнасцяў. Яшчэ раз дзякуй вялікі, і я хацеў бы падзякаваць кампаніі таксама, якія, я нават не магу сказаць, што былі годнымі супернікамі ў намінацыі, яны з'яўляюцца нашымі сябрамі і калегамі, але таксама вам вялікі дзякуй за вашу дзейнасць. Кампаніі з Бярэсця, і вы вельмі крэатыўныя, вельмі класныя, і дзякуй вам за гэта таксама. Меня попросили запросить всех лауреатов премии. Я скажу от проигравших, можно сказать. Да? Хотя, на самом деле ситуация складывается таким образом, что наша компания, скорее всего, протянется в 2019 году. Поэтому у нас будет шанс, да, у нас будет шанс поучаствовать. Но если серьезно говорить, то, в общем-то, я в странном таком чувстве, скажем так, нахожусь в этой общественной кампании, потому что я ищу несколько профессиональных правозащитников, а в реальности это общественная кампания простых людей разных возрастов, разных профессий. И сегодня 14 человек приехали, вот сидят, весь зал заняли, а еще сотни брещан участвуют в этой кампании самыми различными способами. И я думаю, что это хороший пример того, как права человека идут в жизнь, и люди как бы все ближе и ближе воспринимают эту реальную ситуацию, которая складывается у нас в праве человека. И люди в судах, мы наблюдаем, как вот я, профессиональный правозащитник, много лет занимаюсь в этой сфере, активно участвовал когда-то в кампании правозащитников против смертной казни. Но я в судах наблюдаю, как люди открывают глаза. И действительно нам необходимо больше таких общественных кампаний, где бы участвовало больше обычных людей, и которые сами бы становились правозащитниками. Спасибо. Сьогоднішньої премії, прошу долучитися до нас на сцені для групового фото. Я думаю, что, кстати, аккумулятор надо. Но он все равно будет. Шановні сябри, дякую всім великим, дякую всім, хто прийшов на сьогоднішню імпрезу. І зараз у нас невеликий почастунок. Більше, будь ласка, хто хоче застати.